Сейчас особенно важно поддержать беженцев Донбасса. Двери для них открыты по всей России, в том числе и в республике Коми. Вынужденные переселенцы нашли приют в Воркуте, Ухте, Сыктывкаре, Печоре, в поселке Жешарт Усть-Вымского района и в селе Выльгард Сыктывдинского района. Большинство беженцев разместились у своих родственников и знакомых. В Инте для жителей ДНР и ЛНР собирают гуманитарную помощь. На призыв главы региона откликнулись работники учреждений культуры, сотрудники библиотек, музея, Пятого канала, домов культуры и Центра национальных культур. Помочь людям из ДНР и ЛНР можно как продуктами питания, так и предметами первой необходимости. Все товары должны быть новыми, а продукты иметь длительный срок годности. Сотрудники Пятого канала закупили чай, крупы, макароны, консервы, печенье, бумажные салфетки, стиральный порошок и туалетную бумагу. Местные телевизионщики сочувствуют жителям Донбасса и надеются, что скоро ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону. Пятый канал для себя решил: чужой беды не бывает. Знаете, кажется, где Донбасс, а где Инта? Расстояние огромное, и нас теперь даже ничего не связывает. Были когда-то шахты, но уже и шахт тех нет. А между тем, понимаю, что даже вот лично в моем окружении, среди моих знакомых есть люди, которые жили в Луганске, Славянске, в Донецке. И когда начались вот эти вот все события еще 8-летней давности, в 2014 году кто-то остался без квартиры. А между тем, вот ребята, вот эта вот молодая семья, они взяли кредит, они только что сделали ремонт, обставили, и туда попала бомба. Кто-то остался без близких людей, кому-то пришлось уехать в Израиль. И сами понимаете, что люди, когда приезжают в чужую страну, они там никому не нужны. У них нет хорошей работы, несмотря на то, какими бы узкими специалистами они не были в своей стране. Сейчас происходит тоже непонятно какая ситуация. Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики. Но в этой области, в этих республиках продолжаются военные действия. А там живут дети, там живут женщины, там живут старики. Сейчас они нуждаются в помощи. Чужой беды не бывает. Поэтому мы сели, собрали средства и решили на них купить те вещи, которые необходимы. Надеемся, что наша помощь будет не лишней. Несколько коробок гуманитарной помощи собрали сотрудники Центра национальных культур. Все, кто работает в ЦНК и кто является членом многочисленных национальных обществ Интинского дома дружбы, откликнулись на призыв принять участие в благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской республик. Вообще русские люди всегда отличались такими чертами характера, как отзывчивость, чуткость, неравнодушие к чужой беде. А у нас на севере живут особенно добрые и чуткие люди. Поэтому, конечно же, мы не могли остаться в стороне, когда узнали о беде ДНР и ЛНР. У нас в Центре национальных культур существует несколько культурно-национальных сообществ. Никаких различий по национальному признаку у нас нет. Мы все сосуществуем дружно. Поэтому вопрос о том, помогать или не помогать, вообще не стояло. Как только объявили сбор гуманитарной помощи, все сотрудники Центра национальных культур, представители наших культурных сообществ, все дружно откликнулись и начали приносить посильный свой вклад. К нам присоединилась Центральная городская больница и просто неравнодушные жители города. Значит, мы собирали сухпайки, мы собирали моющие средства, средства первой необходимости, личной гигиены и многое другое, необходимое людям на первое время. Весь наш труд был вот упакован в коробки и будет отправлен по назначению. Мы своих не бросаем. Не остался в стороне и коллектив Интинского краеведческого музея. Чужой беды не бывает, и мы, как многие жители Российской Федерации, решили принять участие в маленькой благотворительной акции, вернее, даже большой благотворительной акции, и помочь жителям ЛНР и ДНР, и поддержать своим маленьким участием. Мы собрали все самое первое необходимое, то есть мыло, зубные щетки, туалетную бумагу, какие-то вещи, которые будут необходимы жителям на первое время, и готовы и в дальнейшем участвовать, если это будет очень нужно и необходимо. Средства личной гигиены, канцелярские товары, одежду для взрослых и детей, бытовую технику для беженцев Донбасса приобрели сотрудники Центральной библиотечной системы. Мы приняли участие, так как случилась беда у людей. Мы решили их поддержать. Сотрудники Центральной библиотеки, также детской библиотеки.
собрали людям помощь, канцелярия, одежда и много чего другого. Переживают за жителей ДНР и ЛНР сотрудники Дворца культуры и техники. Артисты, методисты, менеджеры, режиссеры учреждения считают всех граждан, проживающих в Донбассе, соотечественниками, которые оказались в беде и нуждаются в помощи и поддержке. Наверное, всякий здравомыслящий человек, а я надеюсь, что нас окружают именно такие люди, должен понимать, насколько сейчас тяжело этим людям. Они остались без дома. Они остались без средств существования. И, как говорят, от сумы и от тюрьмы никогда не зарекайся. Слава Богу, что у нас здесь тихо и мирно. Мы живем здесь, как у Христа за пазухой. И мы должны всем, чем можем, помочь им. Очень многие сотрудники нашего коллектива, разных отделов, собрали все, что можно. Мы принесли и вещи новые в упаковках, пледы, бытовую химию, продукты питания, макароны, чай, тушенку. В общем, все, что посчитали люди необходимым. В рамках благотворительной акции сотрудники интинских учреждений культуры загрузили полный микроавтобус «Газель» коробками и пакетами с гуманитарной помощью. Все товары доставлены в пункт приема, который развернулся на базе местного отделения общественной приемной главы Республики Коми.